Скандал в Китае. Вынесен приговор мошенникам, которые делали растительное масло в буквальном смысле из помоев. Отрава в промышленных масштабах расходилась по рынкам, ресторанам, а главное по другим фабрикам, где выпускали уже готовые продукты. В стране сейчас проходят массовые проверки. Ведь рецепт подпольного производства вовсе не тайна. Из Китая репортаж Марины Чайки. Миллионеры на скамье подсудимых. Эти люди, всего за пару лет заработавшие $10 миллионов, получили длительные сроки, вплоть до пожизненного. Деньги они делали из отбросов в прямом смысле. Скупали тухлое мясо и отходы на скотобойнях. И из этого готовили растительное масло. Десятки подпольных заводов, тысячи тонн нелегального продукта попадали в рестораны и на прилавки магазинов крупнейших городов Китая. Такое масло очень токсично. Кроме отравления, при длительном использовании оно может вызвать рак желудка и печени. Минимум расходов, максимум прибыли. Где-то за смешные деньги, а где-то и вовсе бесплатно эти фабриканты забирали из ресторанов и кафе отходы. Кипятили и фильтровали, чтобы выглядело натурально, осветляли. А потом обратно на кухне общепитов и в супермаркеты. Упаковка сделана очень хорошо, ничем не отличается от настоящей. По ней невозможно судить о качестве продукта, тем более понять, откуда это масло. Масло из помойной ямы, или как его здесь называют, Ди-Гоу-Йоу, расходится по стране цистернами. Оно попадает в пищевое и фармацевтическое производство. И никаких гарантий, что такой продукт не идет на экспорт. 2 года назад власти КНР развернули национальную кампанию. Более 100 фабрик было закрыто. 800 человек оказались в тюрьме. Гражданам объясняли, из отходов можно варить только мыло или производить биотопливо. Но продажа токсичного масла в пищу оказалась куда выгоднее. Сейчас на рынке каждая 10-я бутылка масла поддельная. Стандарты проверки должны быть повышены как можно скорее, чтобы мы оперативно могли отличить этот продукт от обычного. Любительское видео. Средь бела дня мужчина спокойно открывает люк и прямо из канализационных стоков набирает полную флягу. Дома все тоже кустарное производство, семейный бизнес. Варят, очищают и продают масло. На упаковку денег не тратят, развозят прямо в бочках. Правда, на официальный рынок этот продукт никогда не выходит. Их клиенты – хозяева уличных кафе и вот таких небольших ларьков. Здесь продают закуски, и стоят они очень дешево. Какое масло используют, спрашивать, конечно, бесполезно. Предполагается, что покупатель понимает, чем ниже цена, тем хуже качество. Марина Чайка, Владимир Ржевский. Первый канал. Китай.